основной миф связан с районом Южного Причерноморья. Это река Фермадонт, так называлась в свое время. Сейчас она называется Карасу в Турции, эта река. Вот на этой реке, в принципе, и локализуется самое первое царство амазонок. Гомер, например, знает, что живут там амазонки. А уже следующие после него источники, они уже точно знают, что амазонки есть. Амазонки напали на Афины, амазонки захватили практически всю Грецию. Было огромное сражение в самих Афинах. Древнегреческий историк Геродот отмечал, что уже тогда у амазонок Фермадонта было оружие, изготовленное из железа, и единственная в этой части света боевая колесница. Более того, они владели уникальной технологией закаливания сабель. В сообществе амазонок, когда сабли подготавливали сабли, всегда стоял оседланный конь и юная амазонка. И как только сабля уже считается законченным, юная амазонка вскакивает на коня, ей дают саблю, и она, вот, держа острий, значит, напротив ветра, скачет. И закаливали на ветру. Вот это закаливание давало очень большую крепость. И она могла, сабля, закаливая вот так, могла разрезать любую другую саблю. Просто оружие той эпохи, оно во многом зависело не от силы мужской. Ведь представьте женщину, которая сидит на лошади, стремена тогда еще не были изобретены, 2 дротика в руке, акинак, щит, лук со стрелами. Описывается их тактика. Они нападали на врага, обстреливали стрелами, потом как бы отступали, враг за ним начинал гнаться, они пока отступали, еще раз обстреливали стрелами, потом резко разворачивались и добивали врага. И мужчины просто не могли противостоять этому. И, видимо, захваты их были довольно успешны, потому что упоминание об амазонах занимает очень большую территорию. Вот от Греции начиная, вот часть это Иония, там они там около 5-7 городов даже построили, есть упоминание, и вплоть до Кавказа. Это могло бы остаться красивой легендой, если бы на Кавказе не были найдены захоронения амазонок. На сегодняшний день раскопано около 150 могил женщин в полном вооружении, с лошадьми, с мечами, ножами, копьями. Это женщины-воины. Они исследовали эти кости и даже выявили некие амазонские болезни, сопровождающих. Ну, это, во-первых, развитая мускулатура у них была. То есть это они постоянно тренировались, боевые навыки приобретали. Вообще, сколько костяков было найдено женщин-воинов? Обычно это молодые девушки до 33 лет. Многие с ранениями боевыми, там, в костях это видно. И что характерно, у них были развиты вот эти фаланги пальцев. Это те, которыми лук натягивали этих женщин. Ареал распространения вот таких захоронений – это практически вот Северное Причерноморье, Прикубанье. Вот сейчас в Азербайджане найдено 5 курганов и 5 могил амазонок. Принято считать, что амазонки были уничтожены древними греками во время Пелопоннесской войны. Но чувашские исследователи сделали сенсационное открытие. Амазонкам удалось спастись. Женщины-воины поселились на территории Чувашии. В чувашской мифологии очень много материалов, очень много легенд, преданий об амазонках. И все это может говорить о том, что амазонки на самом деле в этносе, в чувашском этносе существовали. На карте, составленной в 15 веке итальянским монахом Фра Мауро, территория современной Чувашии обозначена как Амазония. А само имя амазонок можно связать с нынешними существующими чувашами в Поволжье по следующим причинам. Во-первых, само название амазонка. Дело в том, что древние греки, они, называя их амазонками, они тут же писали, что это не греческое название, а скифское, то есть смысла которого они не понимали. Они сами пытались перевести название слова «амазонка» как «амазос», по-гречески без сосца, значит, без соска. И придумали по этому поводу легенду, что они якобы выжигали себе левую грудь, чтобы удобнее было стрелять из лука. Но если вы посмотрите греческую керамику античную, вы увидите, что все амазонки изображены с обоими грудями, то есть нормальные женщины. Вот само слово
Амазонка по-чувашски звучит «амазин». Это значит «ама» – это женское начало, «син» – это воин. Это очень древнее слово. Более того, в чувашском языке существует много слов, явно заимствованных из греческого. Есть, например, такой набор слов, 200 слов, по-моему, там, или 100 или 200 слов, которые практически неизменно остаются в любом языке на протяжении всей его истории. Вот. Это, например, солнце, рука, такие основные слова. Вот если мы возьмем вот эти слова, то их с тюркскими довольно трудно связать. Священная гора Арамази, к которой был прикован чувашский великан Улыб, находится на Кавказе. Там, где в древности жили амазонки, и откуда они начали путь на Волгу. Через священную гору Чувашей Арамази, это 20 километров от Тбилиси гора находится, они перешли в Дагестан. Вот к этой горе Арамази был прикован первопредок Чуваши, гигант Улыб. Орел прилетал, клевал его печень, там прочее. Вспоминайте Прометея. Племя амазонок двигалось с побережья Черного моря вглубь материка. Амазонки, дошедшие до Волги, влились в существовавшую здесь в то время Волжскую Булгарию. У булгарских народов есть легенды о девичьих городах, в которых жили женщины-воины. Но самое необычное доказательство пребывания амазонок на территории Чувашии – женский национальный костюм. Откуда в нем появились элементы воинских доспехов? Я в своей работе как бы провела параллели между чувашским костюмом и костюмом женщины-воина. Именно потому, что, мне кажется, они очень чем-то похожи вообще. Головной убор, похожий на шлем, защита на руках и груди. Изучая историю народного чувашского костюма, Мария все больше и больше убеждалась, когда-то женщины воевали. От костюма воина также идет защита грудная, нагрудное украшение. Все вот эти вот чувашские очень похожи на защиту у воина. Также идет защита пояс и боковые вставки на поясе для защиты ног у воина и сзади на спине треугольник. Защита тоже спины, пояса. И по спине идет такая полоса из монет. Тоже защита спины и позвоночника. Вес такого костюма около 16 килограммов. Не каждой женщине под силу носить такие украшения. Руководитель диплома Николай Болтаев говорит, что в древности костюм был обшит булатными пластинами. Булат – это выкованная сталь, специальной термической обработки проводится. Потом, в принципе, она не изнашивается, очень становится прочной. Невозможно пробить любую, копья не могут пробить, стрелы и так далее. Я лично делаю вывод, что это были доспехи, потом они перешли в качество декоративного украшения. Коллекционер Владислав Николаев говорит, что монеты появились в женском костюме лишь в конце 17 века, после того, как Иван Грозный запретил чувашам обрабатывать металл, то есть ковать оружие. Когда вот эти пошли уже княжества, уже начали собирать серебряные вот эти маленькие монетки, все это начали обшивать, все делать. Это была попытка истребить военные знания, принесенные амазонками в Чувашию. Чувашия. Тигашевское городище. Оно было найдено археологами в 1956 году. В центре древнего комплекса археологи обнаружили остов ритуального столба и следы жертвоприношений. Точно такие же святилища находят на территории Чувашии и соседних областей. Историки относят их ко времени существования древнего государства Волжской Булгарии. Но эти культы намного древнее. В древних античных источниках упоминается, что амазонки поклонялись не изображению бога, не даже не идолу, не кому-то, а некому бетильному символу, то есть столбу, либо камню, каменному либо деревянному столбу. И вот этот культ как раз распространен именно здесь у нас. Вот тот же самый столб, который стоял здесь, это не был идол, это именно ритуальный столб, символизирующий некую ось.
Легенда о мировом древе, которое соединяет мир предков, мир людей и мир богов, существует у многих народов. Недавно исследователи доказали, этот древний культ принесли на Среднюю Волгу амазонки. Кереметь. Место, где живут духи предков, считают в Чувашии. Оно находится на возвышенном месте около родника или речки. В центре дерево или ритуальный столб, символизирующий ось мира. Около этого столба совершались и до сих пор совершаются жертвоприношения. Их цель – открыть портал в потусторонний мир, чтобы пообщаться с духами предков. На Керемете всегда 3 входа. Западный для старейшины деревни. С восточного вносили жертвенное животное, а с южного заносили холодную воду. Оказывается, сакральная архитектура святилища восходит к глубокой древности. Вот уже 7 лет, как я езжу на раскопки в Месопотамию, Северную Месопотамию, в Сирию. Мы раскапываем культовый город 3-го тысячелетия до нашей эры, Тель-Хазна. Это круглый в плане город, состоящий из храмов, зиккуратов, жертвенников. И на это городище тоже ведут 3 ворот. При этом с запада идет вымостка, явно заходили люди. Возле южных ворот находится колодец, а с востока идет широкая дорога, по которой явно могли заводить туда скот. Сама система организации подобных святилищ, религиозных представлений, она очень древняя. И, видимо, судя по описаниям античности, подобная же система бытовала и у Амазона. Чтобы ритуальный столб, юба, превратился в лестницу между мирами, жрец со специальными молитвами повязывает вокруг него ритуальный пояс – сурбан. Юба, вот сейчас он стоит круглый год, он как бы молчит, не резонирует. А вот когда мы сделали такой ритуал обвязания сурбаном вот этого, и он становится как бы человекоподобным, живым. Мы включаемся в систему. Подземный мир, этот мир и верхний мир. И вот то, что потом мы все это делали, это уже все резонировало во всех 3 мирах. А затем начинают готовить церемонию жертвоприношения. Приносят воду, вводят жертвенное животное. Пока жрец читает молитвы, присутствующие готовятся к встрече с духами. Жрец льет на голову барана воду, чтобы узнать, угодно ли духам жертва. Баран отряхивается, значит, ритуал будет продолжаться. В это время жрец возносит молитвы около юбы. В этот момент портал в потусторонние миры открывается. Желающие пообщаться с духами должны получить благословение, и лишь после этого могут войти в сакральное пространство. Русалина вспоминает, что общение с духами произвело на нее очень сильное впечатление, ведь она побывала на грани миров. Пока в котле варится мясо жертвенного животного, участники обряда делятся впечатлениями. В таких святилищах частенько чувствуешь, как тебе приходит энергия. И именно энергия этот направляет на правильный путь, и мысли всегда хорошие приходят. Получается, сами начинают указывать духи или предки в дорогу в жизни. И вот завершение обряда. Жрец благословляет участников и приносит еще одну жертву духам, бросает в огонь мясо жертвенного барана. Остальное разделят между собой за общей трапезой все, общавшиеся сегодня с духами. В данном случае мы заключаем с ними союз. Союз о том, о чем мы говорили, о чего просили. А просили мы обычно что во своих молитвах? Чтобы урожай был хороший, чтобы дети здоровы были, чтобы был мирный и так далее, так далее. То есть все такие хорошие вещи. Вот когда поедая вот эту пищу жертвенную, мы как раз и как бы заключаем об этом союз. Перед Великой Отечественной войной над древними Кереметями кружили стаи черных воронов, вызывая у людей неподдельный ужас. Амазонки поклонялись солнцу. Солнечные ворота. Человек, чтобы стать воином, должен был пройти через солнечные ворота. Солнце должно освещать прямым лучом
через эти ворота. И он прямо идет, как будто через ворота к солнцу. Шагнет именно к солнцу. И уже он под защитой солнца становится.